За всю историю Science Slam именно этот собрал самое большое количество зрителей. В научную битву вступило 5 участников. Каждый специалист в своей области – физика, химия, биология, искусствоведение и геология. Соответственно, и широкий круг тем. Например, Евгений Пономаренко рассказывал зрителям о рифах. Мы на этих профилях отбираем образцы, все это грузим в рюкзаки и несем в лагерь. И так день ото дня. Молодой человек, который умопомрачительно, очень обаятельно рассказывал про рифы. Вот, вообще люблю людей, которые о своей теме могут рассказывать с такой страстью, так поэтично, я бы сказала. Вот, поэтому я свой голос отдам за него. Выделялась среди всех слеймеров Лидия Попова. Студентка от науки ушла немного в творчество и рассказала о куклах, сравнивая старые и новые игрушки. Наукой я занимаюсь уже давно, со школы, а поступив на творческую специальность, мне стало не хватать именно научной такой основы. У нас очень немногие люди в институте занимаются наукой, и мне вот этого не хватает, я решила этим заняться. Перчатки победителя, главный приз слэма, получила Лена Качанова. Она покорила зрителей своей увлеченностью планктоном. В выступлении она сравнивала планктон с супергероями. Просто не могла смолчать, и я поняла, что нужно рассказать это все, не знаю, кому-нибудь. И здесь нашлась Зоя, когда, не знаю, как-то хочется делиться такой информацией, хочется популяризировать науку, хочется, чтобы люди знали, что происходит, что мы изучаем, потому что это интересно нам и, возможно, интересно кому-нибудь еще. Уже сейчас ясно, что это не последний научный слэм в Сыктывкаре. Организаторы уже планируют следующий турнир. То самое, чем бы мне вообще хотелось заниматься всегда, потому что на самом деле я вижу все больше и больше простор для деятельности. Я открываю для себя наши институты коми-научного центра. Я знакомлюсь с людьми, которые там работают. Это очень интересные люди. Это очень вообще такая область, которая от нас очень далека, и мы о ней ничего не знаем. Анастасия Политова, Дмитрий Арсланов, студенческое телевидение СГУ.